На ваших экранах карта Russian Federation. В этой стране есть село, которое находится в республике Коми, а именно в Ижемском районе. Это село называется Кипьево. Об этом селе недавно вышла книга «Кипьево. Село Припечорское». Книга написана по заметкам Канева Александра Васильевича и Никона Кондратьевича Хатанзейского. Если верить преданию, то селу Кипьево дали название чардынские купцы, которые тут тоже проплывали по реке Печора. Было дело так. Ловили рыбу. Отец сыну передал рыбу, чтобы сварить уху гостям. А по-русски правильно сказать не сумел. Сказал «Кипьево». Купцы подхватили эти слова, думая, что поселение называется Кипьево. И этот ролик – отличная возможность отправиться в путешествие вместе со мной по зимнему и летнему Кипьево. Погнали! Край далекий, край суровый, я тебя люблю. По ступенькам, по сосновым я войду в избу. Приехать сюда есть три путя. В Распутицу на вертолете, что делать мы не будем. Летом на лодке, а зимой по зимнику на машине. На улице минус 30, ощущается как минус 37. Собрался в соседнее село. Надеюсь, дорога будет отличной, хорошей. Короче, ребят, у нас неприятности. Сломалась печка, а мороз-то минус 30 градусов. Дальше поехали без включенной печки. Ну что, дорога такая себе. Такая себе, это громко сказано. Водители без мата не обходились. Зимник был настолько узким, что встречная машина просто не помещалась. Пришлось одной машине сходить на бордюр, застревать, потом ее вытаскивали все дружно. Вопрос со встречками решался где-то 15-20 минут. Ну вот и все, ребят. Мы приехали в село Кипьево. Первая особенность, что тут сложно было развернуться. Все замело. И дороги очень узкие. Село освещено довольно хорошо. Все видно. Но есть парочку темных участков. Ну, потом снова свет. Я вот тут немного заблудился. Ну, это же Генрих. Благо, что тут хороший интернет. Вот в телефоне смотрю, где я нахожусь, и найду дом. По карте искал дом Никиты Коновалова. Это местный житель, который сделал из обычного деревенского дома большой музей и собрал экспонаты, связанные с селом Кипьево. Сначала в доме заходишь в Керка Водж. Это будет комната, которая находится до жилой части. Керка – дом, Водж – это перед домом. Тут находится много вещей, например, сундук, который закрывается замком, старый почтовый ящик, пестер из бересты, похожий на тубус, и дальше большая бутылка из-под коньяка, найденная на свалке. Дорогие друзья, небольшая этнорекламная ставочка. Я распечатал на холсте картину. Это остров, который находится около моего села. В прошлом столетии, в те времена, когда Коми авиатранс развивался, а почти каждое село республики Коми летал самолет Ан-2. На острове был аэропорт. Сюда садились самолеты. Потом решили, что остров не будет больше аэропортом, потому что он очень сильно уменьшился. Дело в том, что его каждое половодье заливает водой, и течение точит остров. Из-за этого сыпется песок, и остров как бы начал уменьшаться. Сейчас он до сих пор уменьшается. Возможно, пройдет 10 лет, и его совсем не станет. Фотографию сделал на квадрокоптер. Он снимает в очень хорошем разрешении. Тут прям детализированно видно, что находится на острове. Даже по секрету скажу, виден человек, который сидит в кустах и что-то там делает. Шучу. И я хочу запустить коллекцию из 10 таких картин на холсте. 70 на 60, большой холст. Этот первый холст стоит 3000. Следующий, второй холст, вторая фотография такая же, будет стоить уже 4500. И так, по нарастающей, половина суммы будет добавляться к цене. Потому что эта коллекция ограниченная, всего 10 картин. Можете приобрести, написать мне в личных сообщениях во ВКонтакте, ссылки тут оставлю. Либо позвонить по номеру телефона. Кто его знает, тот знает. Заходим в Ованюкан, жилая часть дома. Раньше тут располагалась кухня. Сейчас у Никиты Коновалова тут находятся экспонаты советского периода. Это Америка дурак, киноулас. Штирлиц, буквально точно копия этого. Ага. Хотел выигран. Та жеребьевка, хотел. Первый электрический килограмм даст на весите. Сильный плюс 400. Плюс. На этом месте стояла большая русская печка. Вот даже сохранилась лестница, по которой на нее залезали.
Пройдемте в следующую комнату и рассказы музея стопанем. Лучше немного затрону историю села Кипьево. Сначала Кипьево было на левом берегу реки Печоры, но это место оказалось неудачным, поэтому жители вот оттуда переехали сюда. Первым перешла с левого берега на правый семья Нярувя и Ваня. Сначала поселению дали название Севастополь. В 1850 году было положено начало селу Кипьево. На левом берегу, где поселялись первые жители, сохранились названия подворий по прозвищу хозяев. Шурuk-Веретя, Шарик-Дор, Алин-Керкадор, Марья-Веретя, Всеволод-Паскотина, Юдавич, Егорей-Керка-Горув и так далее. Тут отмечено, что кипьевцы всегда жили дружно. Вот после переезда на правый берег у малого Митрия сгорел дом, и он уже хотел уехать с семьей обратно в Сизябск. Видимо, он был с этого села Сизябска. Тоже у нас в Вижемском районе такое село есть. Ему отсоветовали уехать, помогли всем селом построить новый дом. Старик Якут дал ему стельную корову. Марк Филь тоже подарил корову. В Кипьево жили много богачей, купцов. Вот что написано в книге. У самого богатого человека в селе, имевшего тысячные стада оленей, были свои магазины в Париже, Петербурге и других крупных городах. Звали его в народе Марк Филь. Деревенька моя, не грусти по большим городам, по тебе, пусть грустят города и столицы. Деревенька моя, под окошком висят мне вода, да качается В Кипьево проблема с водой. В селе, конечно, есть скважина, но оттуда течет ржавая вода. Жители справляются с проблемой по-другому. Стою на реке Печора, именно тут берут местные жители воду. Долбят небольшой прорубь и оттуда берут воду. Не скажу, что занятие ок, для кого-то экзотика, а для кого-то это каждодневная рутина. А что у тебя на лбу? Камера. Тоже блогер, что ли? Я только сегодня ушел снимать. А так я дома сижу, маме, папе помогаю. А как помогаешь, например, папе? С папой воду таскаем. Ты был в городе? Я был. И где лучше? Мне кажется, тут лучше. Тут лучше? Почему? Тут меньше машин и как я уже сказал, полицейских нету. Бегай сколько хочешь. Виталик, привет! Спасибо за экскурсию по селу. Ты мне показал тайные места села, в которые я бы сам никогда не попал. О этих местах поговорим чуть позже. А теперь летние кадры. В Кипьево летом можно добраться на лодке с частниками, либо на пассажирском катере. Он едет аж до самого Чаркобожа. Это соседнее село от Кипьева находится в 13 километрах. Название Чаркобож образовалось от слова чарка, рюмка, стопочка, сосуд. На коми село называют Петю. Дословно переводится как «сын тьфу». Эта книга написана на двух языках. Первая часть на русском языке по заметкам Канева Александра Васильевича. Вторая часть книги на коми-языке по заметкам местного журналиста Никона Кондратьевича Хатанзийского. Первый Кипьевичес качествома роч геолог да палеонтолог Амалинский. Коди дасакмыса днем помас пароходен катлама Печора Кужа. Кыфтыгас ученая сутлама грез вештас. Видалама юберца муяссы. Самое интересное в книгах это всегда фотографии. На последних страничках этой книги тоже есть исторические фотографии. В сентябре 1948 года в селе Кипьево впервые заговорило радио. Энергию для зарядки аккумуляторов вырабатывал установленный на деревянной вышке ветряк. Зарядки хватало на 2 суток. В 1954 году в Кипьево впервые зажгли лампочку Ильича. Был установлен локомотив с генератором. Сейчас в селе работает электростанция, и музей Никиты Коновалова оснащен электроэнергией и освещается с помощью электричества. В музее еще есть множество экспонатов. Вот, например, зеркало. В нем 2 оконца. В верхнее смотрится ангел, а в нижнее человек. А это обычный шнур. С помощью него точили лезвие. Вот мебель мне очень понравилась.
А рассмешил меня деревянный горшок. В доме еще есть одна комната, раньше там была спальня, сейчас тоже экспонаты. Например, куча фотоаппаратов, даже и шпионский. Ружье висит на стене. И как же на севере без рогов оленя? О, смотрите, какая тут большая собака ходила. Лапа как примерно моя ладонь. Когда сюда приезжали оленеводы, сейчас они тоже приезжают, но уже своих оленей сюда не завозят. Вместе с оленями приходили и волки. Тут были много волков, которые ходили по лесу, вокруг села. Иногда даже были летальные исходы, когда волки ели собак. Кто хочет красиво, хорошо тут жить, тот живет хорошо и красиво. Кто не хочет, естественно, опускается до низов. В селе до сих пор есть заброшенные дома, к сожалению, их количество прибавляется. Но есть одно но. В селе есть такие дома, красиво обшитые, которым можно позавидовать белой завистью. Самое начало села, смотрите, какие виды на реку Печору открываются. И тут стоит одинешенький турничок. В селе работает пожарная часть, которая имеется 2 машины. Как и по всему Припечорью, в Брыкованске, в Нешабоже тоже есть пожарные части. В селе построен новый ФАП. А вот Кипецкий дом культуры. Когда-то это была церковь. Но как и по всей России, тут церковь снесли и поставили дом культуры. И по сей день продолжает снабжать местных жителей культурой и искусством. А искусством тут занимаются. Например, темными зимними вечерами вышивают или шьют пимы. В 2015 году шивурщина, но бурка я седами кучевурна. Боже, маме миян привурис. Ще ме свалиш бошти намит я се кучевурщина. Маме ще ни пришло из еда. Боже, бошти ми какан. Но куину се, например. Это или кулачия, да вачекия, да сеща. Тия се боже бошти тут ну ми томнавали се каха. Отец Галины Алексеевны Терентьев Алексей Павлович. Значимая личность в истории Припечорья 20 века. Терентьев Алексей Павлович был ветеринаром. Он обслуживал сразу 3 припечорских села. Его почти никогда не было дома. А когда же ненадолго приходил домой, он рисовал. Вообще изиужили. Вот Тереса рисучи свой буд рисучи. Клеонка се бергедан, клеонка се сокращит, клеонка улаз рисучи спыр. Его картины и портреты хранятся у родственников до сих пор. Как видно, творчеством занимались всегда. И мы, молодое поколение, тоже не отстаем. Под конец ролика про Кипьева презентуем новую песню Владимира Трошева «Речка бежит». До скорых встреч! Приятных вам мгновений!
люблю тебя. Там склеишь. Только отдельно не укладывай ее, ну.